Я продолжаю писать карту дня на 10 января. Это вторая часть. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. Это будут у меня знаки от весов и до рыбок. Значит, если вам нужны первые 6, это у нас от Овнов до Дев, тогда вам нужна первая часть. Под этим видео внизу есть ссылочка на первую часть. А я смотрю дальше. Весы, 10 января, среда. Покажите мне события. Так, смотрим весы. Может быть, будет дорога. Упали карты. О, сразу мешочек с деньгами. Корабль нельзя. Весы. Это колебания, сомнения, то есть сложный выбор. Успех. Успех, связанный с финансами, может быть. Решение вопроса. Смотрите, ножницы. Угу. Нерешенный вопрос, который решится в среду. Возможно, долгое время вы подходили к какому-то вопросу, да, то есть пытались его решить, он у вас не решался. Вот в среду он у вас решится. Вас ждет успех. Чемодан. Будильник. Будильник — это предупреждение. Вы можете куда-то не успеть. Ну, или опоздать. Это то есть с опозданием придете. Череп нельзя. Слезы. Яблоко. Нет, нет, и здесь нет совпадений. Значит, смотрите, событий много у вас на среду. Первое показывает, что будут какие-то финансовые вопросы решаться в этот день. Дальше будет успех в делах, решится какой-то нерешенный вопрос. Будут колебания, сомнения, проблемы со временем, слезы, переживания. Может быть, действительно, да, что-то не успеете сделать, опоздаете. И также еще карта показывает, что с кем-то может быть временная разлука в этот день. Либо, наоборот, встреча после долгой разлуки, если с кем-то были в разлуке. Так что, ну, то есть вы можете увидеть человека с чемоданом. С чемоданом, рюкзаком. Так чаще еще события проигрываются. Допустим, кто-то уезжает или кто-то приезжает к нам. Вот так бывает. Какие события для вас? В принципе, события неплохие. Да, то есть большинство из них со знаком плюс. Ну, вот только предупреждение по времени. Да, то есть постарайтесь правильно распределить время. Благодарю за внимание. Перехожу к скорпионам. Так, скорпионы. 10 января. Скорпиончики, среда. Смотрим. Чемодан. Первое событие. Солнышко. Радость. Радость, настроение. Ожидание. Может быть, ожидание кого-то с чемоданом.
Казенный дом – это посещение госучреждения. Это, кстати, может быть также ЖД вокзал, аэропорт. То есть, если мы говорим о чемодане. Ожидание. То есть, например, в зале ожидания ждете отправления или кого-то ждете. Неприятность. Расческа. Может быть, видите, это и будет неприятность. Долгое ожидание. Прибыль. Финансовые поступления. Сундук. Бокал нельзя. Угу. Есть еще цветочек. Исполнение желания. Ну, видите, поводы для радости есть. Желание, да, то есть и прибыль. Но здесь нет. Получается, из минусов неприятность и ожидание. Это минусы. Дальше из плюсов посещение госучреждения, финансовые поступления, возможно, это банк, финансовые поступления, исполнение желания, хорошее настроение и временная разлука с кем-то. Вот такие события для вас. То есть вы должны быть готовы к ожиданию в этот день. Благодарю за внимание и перехожу я дальше к стрельцам. Сейчас я так соберу, чтобы не повторялись. Смотрим стрельцы. Десятое января. События дня стрельцы. Якорь, первое событие. Колокольчик. Книга. Дорога. В вашем случае якорь это прибытие, то есть дорога прибытия. Угу. И может быть еще болезнь, ухудшение самочувствия, усталость как вариант, усталость после дороги. Свидание нельзя. Будильник, смотрите, есть. Проблема со временем. Так, ну и кораблик нельзя. Получается, в этот день для вас показывают события, что будут с кем-то пустые разговоры, болтовня. Будет посещение госучреждения. Дорога может быть. С дорогой, например, это также можно считать ЖД вокзал, автостанцию. Да, то есть это тоже казенный дом. То есть какое-то госучреждение вы посетите в этот день. Может быть больница рядом с болезнью. Ну, то есть вот можно с машиной, да, то есть это одно, с болезнью это другое, да, то есть госучреждение. В общем, у вас будет дорога, возможно, ухудшение самочувствия, либо лечение, да, в этот день. Будильник предупреждает о том, что вы можете куда-то не успевать, неправильно рассчитать время. И якорь показывает, что вы где-то будете проводить много времени. Да, там 2-3 часа, например, в больнице, да, то есть или в дороге несколько часов. Так что вот такие события для вас, стрельцы. На среду предупреждение, да, то есть у вас тут по времени. Следите, правильно рассчитывайте время. Ну и берегите здоровье.
Козероги. Так, Козероги. 10 января. Среда, события дня. Первое событие — слезы. Яблоко. Ну, это могут быть и слезы радости, так что сразу не расстраивайтесь. Сейчас посмотрим по другим событиям. Чемодан еще выпадает. Может быть, вы кого-то будете провожать. Да, то есть это будут слезы расставания. Или наоборот встречать. С кем-то были в разлуке, да, то есть в этот день встретитесь. Хорошие новости, позитивные, шарики у вас будут в среду. Исполнение желания, смотрите, тоже хорошо. Надежда, подсвечник. Надежда на исполнение желания. Обман, маска. Предупреждение. Гости. Чашка чая. Вот здесь нет событий. И новость нельзя было. Значит, смотрите, что получается. 5 событий хороших, да, то есть со знаком плюс, и 2 со знаком минус. Значит, давайте со знаком плюс разбираться. В этот день у вас может быть временная разлука, расставание с кем-то, но это не минус, да, то есть это просто вот на время вы, допустим, разъезжаетесь. Кто-то, да, вот по своим делам куда-то едет, и вы будете в разлуке. Дальше хорошие новости, исполнение желания, надежды, гости. Может быть, к вам кто-то приезжает в гости, как вариант. Да, то есть с чемоданом тоже может быть. Это плюсы. А минусы карты показывают обман. Кто-то вас может обманывать. Да, то есть одевать на себя маски, поэтому будьте осторожны. И слезы. Да, то есть, конечно, слезы могут быть из-за обмана. Например, обман может открыться, то есть и вам будет неприятно. Но слезы могут быть и слезы радости от хороших новостей, от исполнения желания. Поэтому я не могу сказать, как проиграются слезы в вашем случае. Но будем надеяться, что со знаком плюс. Так что вот такой вот день для вас. У вас, получается, минусом идет маска в этот день. Благодарю за внимание и перехожу я к водолеям. Водолей, 10 января. События дня для водолеев. Дорога у вас первое событие. Возможно, прям с утра будет. Свидание нельзя. Ножницы. Решится какой-то вопрос. Корона. Корона — это общение с представителями закона власти. Это все за общение, может быть, принесет решение вопроса. Пустые разговоры, болтовня также с кем-то будет.
может быть в дороге. Любовь. Успех. Успех опять же в делах. Бокал нельзя. Так, и смотрим, что у нас здесь. Змея нельзя. Горизонтали, вертикали не вижу. Получается, дорога в этот день у вас выпадает. Решение вопроса успешно для вас, да, то есть успех. Пустые разговоры, болтовня. Гармоничные отношения в паре. Может, с любимчиком будете много болтать. И также будет еще какая-то важная встреча с каким-то влиятельным человеком в этот день. Так что, видите, день очень даже позитивный для вас. Благодарю за внимание. Перехожу к рыбкам. Рыбки, 10 января, события дня. Рыбки, смотрим. Сразу же выпадает череп. Череп показывает, что, возможно, будут какие-то вопросы, связанные со здоровьем в этот день. Корабль нельзя. Слезы. Может быть, просто будет боль. Например, там зубная боль, головная боль. Да, то есть вот прям больно будет до слез. Какая-то острая боль. Но опять же, это не обязательно. Какие-то процедуры, связанные со здоровьем, болезненные. Тайная встреча. Будильник, опоздание. Корону. Смотрите, тайная встреча с каким-то очень важным, влиятельным человеком. И вы можете опоздать на эту встречу. Будильник показывает. Ну, и, видимо, этот человек будет очень недоволен. Может быть, будет да, как-то возмущаться, да, то есть доведет вас до слез. Можно еще вот так соединить события. Пустые разговоры. Угу. Ну, смотрите, решение какого-то вопроса будет. Видите, с человеком влиятельным выпадают рядом ножницы, да, то есть он поможет вам решить какой-то важный вопрос для вас. Ну, там, получить какой-то документ, справку, да, то есть что-то в таком духе. Печаль нельзя. Ну, здесь нет совпадений. Получается, у вас сколько? 3, 4, 5, 6, 7 событий на среду. Первое событие подсказывает, что, возможно, будут какие-то изменения, связанные со здоровьем или лечение в этот день. Дальше могут быть слезы, может быть тайная встреча, опоздание, общение с влиятельным человеком, решение вопросов и пустые разговоры с кем-то в этот день. Так что вот такие события для вас. Да, то есть есть хорошие, но есть и предупреждения. Это время, правильно рассчитывайте и следите за здоровьем. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.